2020 год был очень тяжелым для граждан Кыргызстана. Из-за пандемии были остановлены практически все сферы деятельности. Тысячи мелких и средних предпринимателей остались без средств на существование. Также на время были прекращены все торговые отношения с другими странами. Из-за этого сократилось пополнение бюджета, и сегодня дефицит бюджета около 35 миллиардов сомов. Сегодня нехватка денежной массы в бюджете страны уже свыше 35 миллиардов сомов. И, конечно, это же достаточно большая, серьезная проблема, потому что у нас огромное количество наших граждан Кыргызстана, которые работают в бюджетных организациях, а также пенсионеры. И государство ни в коем случае не должно позволить себе иметь проблемы с выплатами и задержками по заработной плате, пособиям, социальным отчислениям. Для пополнения бюджета и выхода из критической ситуации Садыр Джапаров запустил процесс экономической амнистии. Эксперты считают, что процесс амнистии капиталов потребует системного подхода и изменений в законодательство страны, а активность по экономической амнистии вырастет тогда, когда будут сформированы все институты власти. Сегодня многие хотят легализовать свою теневую деятельность или капиталы, которые у них есть, и при этом получить полную амнистию. Есть шанс для определенной категории людей, которые попали в эти коррупционные схемы, таким образом спокойно жить, спокойно спать и снять с себя вот эту ношу. Поэтому я думаю, что это сработает, и хотя бы если бы треть нашего долга Китаю будет таким образом закрыта, это будет очень хорошо, это будет политически очень сильный эффект. Также с помощью экономической амнистии в бюджет можно вернуть финансы, которые не попали в госказну из-за тех, кто заработал свои миллионы незаконным, в том числе коррупционным путем. В то же время экономическая амнистия невыгодна нечистым судьям или прокурорам, ведь тогда они лишаются незаконного дохода в виде взяток. Но эти деньги попадали чиновникам, это невыгодно в первую очередь, кто возмущается. Невыгодно прокурорам, невыгодно судоисполнителям, невыгодно тем, кто обслуживает эту сферу, понимаете, да? Им невыгодно, поэтому они больше возмущаются, потому что они теряют доход. Человек фактически возместил, он уходит, и ты теряешь контроль и не сможешь с них уже больше этих денег брать. Практически все специалисты склоняются к тому, что процесс экономической амнистии необходим, однако он потребует немало времени, чтобы его завершить, ведь для этого нужно в первую очередь завоевать доверие населения, принять закон об амнистии, который даст гарантии всем тем, кто хочет войти в русло закона. Мирлан Маматалиев, Нью ТВ.